Приветствую зрителей нашего телеканала. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Дом под куполом нашел обитателей. В известном в Якутске эксперименте согласилась участвовать молодая пара. Проект стартовал. Нестабильный свет. Почему в Алданском районе происходят частые отключения электроэнергии? С чем это связано? Подготовка специалистов будущего. В Якутске продолжается региональный чемпионат профмастерства WorldSkills. Как идут состязания в Якутске? Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерынгринского района в конце выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Булунский улус. Там он провел совещание по социально-экономическому развитию этого района, посетил объекты образования и культуры, также дивизию ПВО Северного флота России и проверил работу ветровых установок. Подробнее и по порядку рассказывает Ульяна Шагина. На совещании с участием членов Кабмина и представителей муниципалитета глава Якутии Айсен Николаев определил основные направления социально-экономического развития Булунского района до 2030 года. Район вышел из того кризиса, который был здесь еще буквально 5-10 лет назад. Благодаря решениям правительства, принятым в то время, благодаря вложениям в коммунальную инфраструктуру, в социальное определенное направление. Сегодня уже район ставит перед собой задачи по развитию отраслей экономики, которые раньше здесь не развивались даже, например, тот же туризм. Сегодня с появлением военных появляется здесь возможность сбыта местной продукции. С начала этого года части противовоздушной обороны встали на защиту северных рубежей. Главе Якутии показали новое соединение, предназначенное для обеспечения воздушного пространства над Северным морским путем. Специально для военнослужащих в Тиксе появился современный блочно-модульный городок, состоящий из 11 объектов. Будет значительное увеличение военнослужащих, членов их семей. Соответственно, появятся новые рабочие места, причем не десятками, а сотнями здесь на территории Тикси. Также в рамках визита Ильдар Хан осмотрел арктический энергетический комплекс, состоящий из введенных в прошлом году 3 ветровых установок и строящейся дизельной электростанции и системы аккумулирования электроэнергии. Ожидается, что комплекс повысит надежность энергосбережения изолированного полярного поселка и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Оборудование завезено в страну, сейчас проходит подготовку. В следующем году по навигации будет сюда доставлено. И мы очень надеемся, что как раз к концу 2020 года полностью весь комплекс ветродизельной энергоустановки здесь в Тиксе будет запущен. К примеру, в селе Быков работает единственная в республике агрошкола, специализирующаяся на производстве рыбы. Ильдархану показали производственный цех по рыбообработке, который был создан в 2016 году при поддержке администрации Булунского района. Уверен, что как раз такой тип агрошколы нам очень нужен, когда мы детям просто не даем какие-то эфемерные книжные знания, а именно реально они уже с детских лет участвуют в процессе и вылова рыбы, и приготовления рыбы, реализации рыбы. Кроме того, Айсен Николаев осмотрел так называемую точку роста. Это центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Здесь проходят занятия по таким предметам, как технология, информатика и ОБЖ. Руководитель республики высоко оценил деятельность точки роста, агрошколы в целом и пожелал школьникам дальнейших успехов в учебном процессе. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Тикси. В столице республики прошло совместное совещание Федерального агентства морского и речного транспорта с участием правительств Якутии и Иркутской области по итогам навигации и планам на 2020 год. Говоря о результатах работы, было отмечено, что несмотря на трудности, связанные в том числе с серьезным обмелением судоходных рек, все запланированные к перевозке грузы были доставлены. Навигация прошла успешно. Все планы, которые были поставлены, выполнены. Самое главное, что у нас финансирование обеспечено было в полном объеме. И, соответственно, все эти планы и завоза, и дноуглубительных работ, и мероприятий профилактических были выполнены полностью силами администрации бассейна мореходных путей реки Лена. Учитывая важность планомерной и совместной работы по выполнению планов навигации, премьер-министр республики Владимир Солодов отметил, что все действия
направленные на устранение последствий обмеления судоходных рек, необходимо вывести на качественно новый уровень. Я считаю, что все равно река остается основной транспортной артерией, и чтобы тут мы не придумывали, нам нужно просто изучать то, как природа ведет себя, и те традиционно наработанные методы, связанные с углублением, с берегоукрепительными работами, с работами, связанными с выправлением русловых процессов, проводить. Вот просто, на мой взгляд, главное их делать, как я уже сказал, не от раза к разу, а наметив средний и долгосрочный план, постоянно мониторить, как он корректируется, и с учетом этого уже осуществлять планомерное движение. К другим темам энергетики завершили ремонтную кампанию этого года в центральных районах Якутии. Общий объем работ перевыполнен в большинстве улусов. Специалисты заменили и отремонтировали 8 тысяч опор общей протяженностью 800 километров. Кроме того, провели ремонт 8 высоковольтных линий, питающих город Якутск и пригороды. Выполнена ремонтная программа этого года и в Алданском районе, однако отключение света там происходит регулярно. Проблема в том, что перед энергетиками остались инвест-обязательства. В чем дело, подробнее разбирался Руслан Павлов. Социальная группа энергетиков ежедневно пестрит объявлениями об отключениях электроэнергии. Народ недоволен, а энергетики выполняют свои обязательства по инвестиционной программе. Вот у меня на улице Дзержинского очень часто отключают электроэнергию. Это прям наболевшая уже такая тема для меня, потому что, например, сижу, делаю уроки и резко выключает свет. То есть это очень проблематично и приходится как-то подсвечками делать. Ну, то есть не очень приятно, когда это делают. Очень плохо. Но, как нам объясняют, что делают все для нашего блага, чтобы в будущем не страдали и имели постоянный доступ к электроэнергии. Это вообще ужасно. Это очень ужасно. Свет, то, что у нас отопление не очень хорошее. Но у меня сейчас неблагоустроенный дом, то есть котел стоит, печка. И это, естественно, для нас вот это как бы вот намного лучше. Но вот уходим к знакомым, и отопление у нас очень ужасное, у нас отопление. К этому надо относиться тоже с каким-то философским, мне кажется. Можно во время, когда отключают свет, заняться другим делом, которого не требует света. Я, например, когда отключают свет, я разбираю все свои шкафы, делаю какие-то... Занимаюсь с ребенком, получается. У меня нет компьютера, нет телевизора, я занимаюсь с ребенком. Мы куда-то идем в гости, либо идем гулять. Ну, короче, как-то выхожу из ситуации, не страдаю, что света нету. Энергохозяйство в населенных пунктах – больная тема. 2 десятилетия никто не занимался энергохозяйством, поэтому сейчас такие конструктивные планы. Особенно в межсезонье отключение электроэнергии не редкость. Периодически возникают и аварийные ситуации, на которые работники ЮАЭС реагируют. Отключения есть, они, к сожалению, будут присутствовать, потому что прием, передачи, распределение электроэнергии – процесс непрерывный. У нас закончилась ремонтная кампания, поэтому с ремонтной кампанией у нас отключения как бы уже нету. Остались неплановые отключения, связанные где-то с потребителями, где-то там по возгораниям. Вот, допустим, на Нижнем Куранахе совсем недавно было отключение, связано с тем, что было возгорание в щитовой дома. Серьезные инвестиции в обновление энергохозяйства начали поступать лет 10 назад. До этого систему просто поддерживали. Теперь ежегодно меняются сотни опор, модернизируются трансформаторы и так далее. Но у нас комплекс мероприятий, проводим тепловизионное обследование, значит, выявляем места нагрева повышенного. Недели 2 назад у нас был повышенный нагрев по фидеру Алдан-3. Мы провели комплекс работ, буквально в 2 часа уложились и устранили значимые нагревы, которые невозможно, к сожалению, выявить летом, потому что летом не такая нагрузка, как зимой. Дефицит оборотных средств в отрасли ЖКХ и энергетики – главный фактор, влияющий на состояние стратегически важных объектов жизнеобеспечения населенных пунктов района. Поэтому работы продолжаются, но, как заверяют энергетики, на новогодние праздники дефицита в электроэнергии не будет. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Якутия переходит на прямые выплаты с 1 января следующего года. Это значит, что теперь региональное отделение фонда соцстрахования будет напрямую выплачивать работнику социальные пособия по материнству и детству, а также по временной нетрудоспособности. Деньги будут перечислять на карту МИР или почтовым переводом. Отметим, в настоящее время пособие выплачивает работодатель из собственных денег и ежеквартально сдает отчеты в фонд соцстрахования и получает возмещение. Преимущество, знаете, в том, что не будет страхователь тратить свои деньги, свои ассигнования, да? Деньги будут выплачиваться из фонда социального страхования. Это первое. И второе, те организации, страхователи, которые ушли в банкрот или ликвидируются, вот эти женщины, которые будут получать пособие, они здесь ничего не теряют. Они все равно вот эти пособия получат. Археологи Арктического научно-исследовательского центра рассказали об уникальных находках летнего полевого сезона. Как отмечают специалисты, проделана большая работа касаемо сохранения археологических памятников вблизи поселка Верхняя Амга в Алданском районе. А наиболее значимым из них стал многослойный археологический памятник Кюнкю-2. Он интересен с точки зрения изучения климата и образа жизни древних людей. Там обнаружены более 3000 находок, начиная от инвентаря из керамики и камня, заканчивая орудиями труда древних людей. Сейчас нашим центром подготовлены образцы и переданы образцы для липидного анализа керамики, который будет проведен в Арктическом центре в Нидерландах. И благодаря этому анализу мы установим, какую пищу, какого характера пища приготавливалась в керамических сосудах в эпохе неолита. Продолжим после короткой паузы. Смотрите далее через минуту в программе «Итоги дня». Дом под куполом нашел обитателей. В известном в Якутске эксперименте согласилась участвовать молодая пара. Проект начал работу. Подготовка специалистов будущего. В столице продолжается региональный чемпионат профмастерства WorldSkills. Как идут состязания? Крайние северные в полуфинале. Детская команда КВН из Вилюйского района прошла 1/4 и идет дальше. Сюжет из Москвы. И как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце выпуска. Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Международный олимпийский комитет осуждает возможные манипуляции с базой данных Российского антидопингового агентства, но от окончательного вердикта в отношении спортсменов воздерживается до обнародования итогов расследования ВАДА. Об этом заявил официальный представитель МОК на пресс-конференции в Швейцарии, рассказывает Анастасия Дмитриева. Смогут ли российские спортсмены выступить под флагом своей страны на Олимпиаде в Токио? И будут ли допущены вообще? Исполком Международного олимпийского комитета пока не принял окончательного решения, но обещает сделать это в скором времени, после того, как Всемирное антидопинговое агентство на следующей неделе вынесет свой вердикт. Об этом на пресс-конференции в Лозанне во вторник заявил Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК. Да, российский вопрос обсуждался довольно долго и осмысленно. Могу сказать лишь, что была подтверждена приверженность заявлению, которое МОК сделал на прошлой неделе. Скоро ВАДА озвучит выводы и вынесет свои рекомендации, прежде чем мы сделаем дальнейшие заявления. Исполком ВАДА соберется в Лозанне 9 декабря, чтобы заслушать рекомендации независимого комитета по соответствию. Его представители считают нужным запретить России в ближайшие 4 года участвовать во всех соревнованиях, где борьбой с допингом занимаются эксперты этой организации. Среди них Олимпиада в Токио и чемпионат мира по легкой атлетике. Еще специалисты предлагают запретить проводить крупные международные турниры на территории Российской Федерации. РусАДА в комитете призывают признать несоответствующим стандартам. Причиной стал очередной доклад комитета ВАДА, который посчитал доказанным, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения. Ранее в комитете заявили, что поддержат самые жесткие санкции, если факт манипуляции подтвердится. В Москве отрицают обвинения и называют происходящее недобросовестной попыткой отстранить Россию от мирового спорта.
В необычном эксперименте в Якутске «Дом под куполом» согласилась участвовать молодая пара. Она будет жить там всю зиму и вести различные наблюдения. И если проект признают успешным, специальные куполы установят не только над домами, но и над другими объектами в столице. Репортаж Ульяны Шагиной. Виталий Литвинов со своей девушкой заехали в дом под куполом только вчера. Они согласились на необычный эксперимент ради интереса. Чувствовать себя соучастником масштабного проекта интригующе и очень волнительно, признается хозяин уникального дома. Согласился по большей части из-за того, что здесь природа хорошая, красивая, горы неподалеку. Есть огромное количество времени и возможностей заниматься собой, как физически, так и духовно. Очень много посвящаю времени спорту, бегаю, кувыркаюсь, различная физическая культура, так скажем. 20-тонный купол построен из прозрачного поликарбоната. Внутри него обычный брусовый дом. В нем 2 комнаты, а также гараж на 2 автомашины. Кстати, наличие автомобиля было одним из обязательных условий экспериментальной программы. По поводу машины, то что даль, это недалекое расстояние. Очень часто езжу во Владивосток, это 3500 километров. И 20 километров от города каждый день ездить, это несложно. Сам Виталий работает в фирме по установке натяжных потолков и к науке не имеет никакого отношения. Тем его вовлечение в проект становится интересней. Он впервые в жизни проводит различные наблюдения холода. Приехал на собеседование, на встречу, последовательно приехал, осмотрел дом. И спустя какое-то время мне позвонили и сказали, что я стал победителем. Купол появился на территории индустриального парка Кангаласы в этом году. Точнее, это первый дом, построенный таким образом вообще в Якутии. Цель научного эксперимента – получение данных о возможности применения купольных конструкций для различных объектов в суровых климатических условиях. Насколько я знаю, я должен жить, выживать и снимать показания с разных датчиков, которые расположены как в доме, так и на улице, следить за температурой, которая находится под куполом, в доме, и, соответственно, все. Ежедневно Виталий фиксирует свои наблюдения в специальном дневнике. Параллельно начинает вести блог в интернете. У ученых тоже свои обязанности. Они станут частыми гостями в их семье. Будут мониторить температуру внутри купола, следить за качеством воздуха и оценивать энергоэффективность качества здания, а также почвы и грунтов. Вокруг купола установлены вот такие вот колышки. Это термодатчики, из которых ученые получают различные данные. Дом под куполом – совместный проект ученых Северо-Восточного университета и группы компании «Синет». Если эксперимент пройдет испытания, такие купола натянут и над другими объектами. К примеру, над детским аквапарком. Идея очень даже заманчивая. Ульяна Шагина, Джулустан Иннокентьев, Кангаласы. Специалистов будущего готовит WorldSkills. В Якутске продолжается открытый региональный чемпионат профессионального мастерства. Соревновательной площадкой для будущих специалистов по цифровизации и инженерии стал Международный центр Future Skills на базе СВФУ. Там сейчас проходят соревнования по 7 компетенциям. Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Федоровой. Как сэкономить время и деньги на строительство, знают участники компетенции BIM-технологии. Они строят здание внутри компьютера. Все расходы на материалы считает само устройство. Это помогает точнее определить стоимость будущего проекта и заранее выявить любую проблему, с которой можно столкнуться в ходе строительства. От участников требуется сделать архитектурный план, рассчитать строительные конструкции, сделать организационный план. Мы им даем задание с размерами габаритными, и все. Они получают некую свободу и строят здание на определенном месте на черте города Якутска. А вот участники компетенции «Беспилотные авиационные системы» сегодня запустили пробные дроны, перед тем, как продемонстрировать мастерство экспертам. Но сперва им предстояло выявить неисправности, отремонтировать и только потом дать ему взлететь. Собственный концепт дрона разрабатывает педагог центра Артем Денисов вместе со студентами. Летательный аппарат планируют использовать для доставки грузов. Как бы сказать, мелких таких грузов от 2 до 3 килограмм, в принципе. Сейчас пока есть только концепты, как это все будет выглядеть.
таких особо больших расчетов мы не делали. На площадках летают дроны. Здесь же разрабатывают приложения с виртуальной реальностью, восстанавливают сломанные детали с помощью 3D-сканера. Здесь даже могут отсканировать любой объект, в том числе и человека, и отправить в виртуальное пространство, чтобы получить цифровой двойник. Этого двойника можно использовать в любых целях. Мы можем вас перекинуть в игру. Мы можем вас перекинуть, получается, на производство и сделать ваши маленькие бюсты, статуэтки и все прочее. Мы вычленили такую ядерную команду, и у нас самое главное есть система селекции. Они вполне являются инженерами и производственниками, которые делают все это. То есть и произвести им, они умеют проектировать, работать в этой среде. С помощью высоких технологий молодые профессионалы намерены наладить производство роботизированных систем в республике. Ну а соревнования продлятся еще 2 дня. Победители смогут пройти в финал национального чемпионата. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Детская команда КВН из Кызылсыра Вилюйского района вышла в полуфинал телевизионного конкурса клуба веселых и находчивых. Новый сезон этой популярной игры стартовал в Москве. Наши юные земляки, далеко не новички, они уже 4-й год подряд попадают в число сильнейших школьных команд КВН страны. Сюжет Максима Кардозу. Праздник КВН для болельщиков начинается еще за час до концерта. Перед зданием клуба веселых и находчивых у фанатов кызылсырской команды последний инструктаж и репетиция. За 4 года выступлений якутян в детской лиге КВН у них появилась группа поддержки из 60 человек. 10 лет я в Якутии прожила, года 4 уже мы вот так собираемся и болеем за нашу команду. У нас даже, там футболочки, все есть. Я их знаю не очень давно, но они очень веселые, забавные. И я желаю, чтобы они выиграли сегодня тоже, как было в прошлые разы. И крайне северные болельщиков не подвели. Они выиграли 1/4 среди 6 команд и прошли в полуфинал телевизионного проекта «Детская лига КВН». Вообще, ребята из Кызылсыра опытные, за плечами серьезные соперники и большие победы, но каждый из них до сих пор помнит свое первое выступление на большой московской сцене. Много воспоминаний с первой игры было. Это самая лучшая незабываемая игра. Перед самым выступлением, перед выходом на сцену за кулисами, я начала плакать. Навзрыд плакать. Но потом успокоилась, с мокрыми глазами вышла, шутки шутками уже успокоилась более к результатам. Мы приехали, все думали, все подходили к нам: вы что, реально на оленях ездите? У вас там что, вообще прям холодно, да? Вы там что, с волками разговариваете, да? А там алмазы прям. И мы такие: нет, мы обычные люди. Мы смотрели на всех звезд, так: ничего себе, это что, реально что ли? Так офигенно было. Прям вообще аж чуть ли от радости не плакал. А пока ребята вытирали слезы, все остальные, и зрители, и жюри, смеялись. Правда, во время съемок и выступлений бывают и форс-мажорные обстоятельства, от которых самим участникам команды на сцене не до смеха. Прямо перед выступлением, когда уже выходить команде на сцену, буквально перезагрузился компьютер. То есть он просто выключился. Ребята поворачиваются, я звукачом за кулисами, то есть они поворачиваются ко мне, что? А я даже им... Что я даже сказать ничего не могу. Слава богу, телевизионный формат, то есть они эту паузу подрезали. В этом сезоне детской лиги КВН участвуют 36 команд из 23 регионов. В финал попадут лишь 6. И сборная Кызылсыра уже сделала первый шаг к заветному трофею. Следующая игра у юных якутян состоится в начале февраля. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Далее смотрите обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам.